Уважаемый председатель и члены Центральных избирательных комиссий, Белебеевское отделение КПРФ заявляет вам, что мы устали от постоянной фальсификации, лжи и воровства голосов избирателей в городе Белебее и Белебеевском районе. Выборы здесь давно превратились в фарс. Наших кандидатов уже просто не допускают до выборов. На этих выборах уже сняли 3 кандидатов по формальным основаниям. Снят кандидат в депутаты Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Гилязов. Сняты 2 муниципальных кандидата Давлетшин и Абдульманов. Просто не нравятся местным властям кандидаты, отстаивающие права простых граждан. Нашим наблюдателям угрожают, выгоняют из участковых комиссий, увольняют с работы, запрещают фото-видеосъемку. Администрация района постоянно вмешивается в ход выборов. Используя административный ресурс, выискивают неугодных, угрожают преследованием и увольнением членов участковых комиссий с работы. УИК под контролем ТИК нагло рисует 80% за Единую Россию и их кандидатов. При реальной явке 25-40% у нас умудряется отчитываться о явке 90% избирателей. При этом бесполезно обращаться в правоохранительные органы. Прокуратуры, суды, ничем их не возьмешь. Наоборот, из тебя сделают дурака, а в суде докажут тебе, что черное это белое, или никто ни в чем не виноват. Даже прокуратура РБ отпишется и передаст дела на рассмотрение той же территориальной избирательной комиссии. Полиция и Следственный комитет не расследуют наши заявления. О том, как это происходит, сейчас расскажут вам жители нашего района, участвовавшие в выборах. Запрещаю вас снимать. А меня не волнует. Запрещаю вас снимать. Вы не Снимать людей нельзя. У вас есть официальный запрет. Это участковый избирательный. Он мне мешает, уберите его. Он мне мешает. Это лицо, которое находится в участковой избирательной Он комиссии. мне мешает. У нас имеется решение Вот суда. хочу В узнать. данном случае вы общаетесь пока со Пусть мной. представится, кто это такой. Он мне мешает наблюдать. Представьтесь. Туктамышев Ильсур Марванович. А? Туктамышев Ильсур Да, Марванович. кто вы? Наблюдатель От чего? Единой России. Вот вы мне мешаете. А чем я вас мешаю? Вы мне мешаете, А вы мне мешали. Полтора часа мне мешали. подойти к столу Мне 1,5 часа мешали и вы. удостовериться, как там Мешали проходит 1,5 выбор. часа мне. 1,5 часа мне мешали, а я здесь Но только вы, мне, 5 минут вы стоял. мне мешаете, понимаете? Вы что на меня Давай идете? 5 минут. Я не иду на вас. Полицейские, товарищ полицейский, уберите, пожалуйста, он ко мне пристает. Мы сейчас уберем. Почему? Пожалуйста, с нами выйдите. Почему? Будьте добры. На каком основании? Полиция? Видеосъемка здесь запрещена. На каком основании полиция вмешивается Так, в подождите. действия? Относительно фото-видеосъемки. Я еще раз спрашиваю, на каком основании полиция вмешивается По в просьбе дела? По председателя. просьбе председателя Где попросила ваше подойти. решение? Решение чего? Где ваше решение? Решение суда имеется о проведении Я фото-видеосъемки. имею в виду насчет решения того, вот сейчас идет нарушение закона, да? Поэтому я вынужден снимать. И это не Что вы нарушение видите закона. нарушение закона? Вот, полиция, Кстати, сейчас нарушаете закон вы. Они имеют право, вот председатель комиссии имеет право вас вообще вывести отсюда. ну давайте По просьбе решение. председателя Давайте комиссии решение. Мы... Я попросила подойти, чтобы урегулировать ситуацию между двумя присутствующими. Вот полиция, пожалуйста, лицами. пройдите на свое место. Так как нет никакого решения, Комиссия, никакого... пройдите пока. Ой, полиция, пройдите, пожалуйста. Вы не имеете пока. права, Нет, не будет. не всё. имеете права. Так, вы пока присядьте на свои определенные места. Фото-видеосъемку убираем. Убираем, да. Не снимайте, запрещено же снимать. Кто запретил снимать? Закон Какой? Российской Федерации. И что там написано в законе? Давайте Запрещено, прочитаем. запрещено снимать на территории. Физических лиц запрещается снимать. А я не Без их разрешения я не разрешаю. Я физически, а вы меня же снимаете. Вы же наблюдатель. Ну что? Я наблюдатель Вы физически. от Единой России даже законов не знаете, своих, Я которые вы запрещаю приняли. снимать меня, а вы меня снимаете. Вы Запрещение. находитесь в Вы же помещении снимаете, сейчас участковой запрещаете. избирательной Он комиссии снимает меня сейчас. во время Запрещение. подсчета голосов. Уберите фото. Он опять не мешает. Вот Нет, физическое лицо просит не снимать его на камеру. какое физическое лицо? Он наблюдатель. Но в данном случае он имеет право. Либо его снимают, либо не снимают. Нет, ну Это пусть он его отойдет от волеизъявление, меня, я не снимать. буду снимать. Он ко мне приближается. Да он мешает мне, он, видите, он мне тут... Постойте здесь на основании. Добрый день. Меня зовут Кириллова Галина Владимировна. Я являюсь действующим членом участковой избирательной комиссии с решающим голосом. В 2008 году я участвовала на избирательной комиссии с решающим голосом, но столкнулась
очень грубейшим отношением в свой адрес со стороны куратора администрации города Белебея и района. Видя множественные нарушения выборного законодательства, я оказалась подписывать протокол заседания. Куратор администрации, которая не должна была находиться в избирательном участке, вызвала полицию, сообщив им, что я нахожусь в алкогольном опьянении и мешаю членам избирательной комиссии. Прибывшая полиция по вызову была крайне удивлена данным ложным вызовом и отбыла без составления протокола. Более того, на следующий день задним числом я была уволена с работы по статье 81 пункт 5. Я долго восстанавливала свое честное имя через суд. В итоге через 7 месяцев суд меня восстановил на прежней работе, прежней должности. Завод мне выплатил моральный ущерб, компенсацию за вынужденный прогул. Я считаю, что против меня был задействован административный ресурс, чем грубо нарушило мои права и Конституцию Российской Федерации. У вас удостоверение на СМИ, то, что вы член средств массовой информации есть. Вы не имеете права проводить фото и видеосъемку. Почему? По 67-му Покажите. закону. Незнание закона не отступает от... Найдите его. Покажите мне, скажите. Я только что звонил в прокуратуру, сказали, можно снимать? Нет, вы не имеете права проводить, потому что вы не член средств массовой информации. Даже наблюдатели не имеют права проводить видеосъемку, а тем более члены УИК с правом совещательного голоса. Не имеют права. Где это написано? Посмотрите Что? закон 67-й Чего? Как он о называется? проведении референдума. Сейчас я точно вам сейчас скажу. Давайте. Пожалуйста, не усугубляйте, не проводите видеосъемку, потому что мы сейчас бумаги подготовим вам для ознакомления. Иначе мы вас отстраним. Хорошо, хорошо. Здравствуйте. Я Уканеева Рамзиат Гамовна. В выборной кампании участвую более 30 лет. Поэтому я хочу рассказать вам, как проходили выборы 18 сентября 2016 года, где я была с правом совещательного голоса участковой избирательной комиссии 1221 в село Аксаково по улице Первомайская, дом 2, средняя школа 41. В участковую избирательную комиссию 1221 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан была назначена от Коммунистической партии Российской Федерации первым секретарем Белебеевского районного отделения КПРФ Гордеевой Синей Махмутовной. Во время голосования были выявлены многочисленные нарушения. Были составлено 6 жалоб на нарушение законодательства о выборах, одно заявление, а самое главное было то, что были обнаружено около 500 неучтенных сверхнормативных избирательных бюллетеней, которые находились в коробке из-под рулет, а рулетами заманили 854 избирателя в помещение для голосования. А УИК 1221 передали, что проголосовали такое количество. То есть искусственно подняли явку путем фальсификации на 43%. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, было 2282 избирателя. Это говорит о том, что на выборы пришли 39% от общего количества, а не, как они говорят, 70-80%. А на вопрос, где же 500 бюллетеней, я вам скажу, что по указке начальника МКУ Управления образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Лавровой Наталье Владимировне было дано указание председателю УИК, который является и подчиненной по работе Джиме Людмиле Григорьевне, хватай и беги. Так Джима убежала из помещения с этими бюллетенями и через 30 минут появилась без них.
По данному факту была вызвана полиция со следственной группой. Ими проводились следственные действия. Опрошены все члены комиссии и наблюдатели. Было изъято оборудование с носителями, где зафиксирован этот избирательный день. Также нужно сказать, что на участке была запрещена фото-видеосъемка кандидату в депутаты муниципального района Абдульманову Раилю Абдулхаевичу. Все нарушения зафиксировались и доводились до членов ТИК муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Также хочу сказать, что бюллетени не демонстрировались всем присутствующим по голосам за каждого кандидата и партию. Поэтому я решил проверить самую большую стопку за «Единую Россию». А там оказались все партии, и в том числе испорченные. Все члены комиссии и наблюдатели за этим равнодушно следили. По данному факту мы обращались в ТИК председателю Шеймардановой, мы обращались к председателю Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Валееву, обращались к председателю ЦИК Российской Федерации Панфиловой Элле Александровне. Но, несмотря на наше обращение во все инстанции о фальсификации выборов, нами были получены только отписки. Не терпите, сделайте что-нибудь. Не можем дальше начать работу. Почему? Не можем дальше, потому что мы против того, чтобы, вот, например, вы меня фотографировали. Потому что мы просим вас об этом. Уберите. Я по закону имею право. Я, Гордеева Сания Махмутовна, в течение 20 лет участвовала в работе выборной кампании муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 15 лет являлась ответственной от Белебеевского отделения КПРФ за выборы. Сотни и сотни людей направлены мною в состав участковых избирательных комиссий на работу в качестве членов комиссии с решающим голосом, совещательным голосом и наблюдателями. После выборов с каждым из них я старалась беседовать с глазу на глаз, собирала факты, как на самом деле проходили выборы на том или на другом избирательном участке, сопоставляла эти факты с теми данными, которые были даны в протоколах участковых избирательных комиссий. Когда получала сводные протоколы территориальной избирательной комиссии, председателю мною устно были доведены эти факты нарушения. Надеялась на то, что эти нарушения в следующий раз будут ликвидированы. Еще в 2012 году во время митинга под девизом «За честные выборы» один из выступающих говорил о необходимости, требовал отстранить от должности председателя территориальной избирательной комиссии Шеймарданову. Правильности его слов я убеждалась в течение 10 лет и убедилась. Если на нашей территории участковые избирательные комиссии год от года нарушают, фальсифицируют, составляют не те протоколы, особенно в части явки избирателей, кто должен за это быть ответственным? Кто организовывает, готовит и проводит, доводит до избирателей, до вышестоящих избирательных комиссий итоги выборов? Конечно, Белебеевская местная территориальная избирательная комиссия. Обо всех фактах нарушения в одном выступлении невозможно, но несколько примеров я приведу. Аксаковская избирательная комиссия 1221. Председатель комиссии абсолютно при всех из зала голосования вынесла около 500 избирательных бюллетеней, видимо, припрятанных для вброса, но найденных наблюдателем. Эти избирательные бюллетени больше не возвращались в зал голосования.
Была вызвана полиция, полиция искала до утра бюллетени, но не нашла. А в протоколе этой участковой избирательной комиссии данный факт не указан. Председатель участковой избирательной комиссии, который работает в городской библиотеке Бабенко, годы нарушает законодательство о выборах. Она фальсифицирует протокол, тоже в части явки избирателей. Были обращения по этому избирательному участку и в суды. На прошлых выборах явка избирателей составляла 39,4%. Но в протоколе этой комиссии указано разы больше явка избирателей. Мы просили территориальную избирательную комиссию не назначать более председателями комиссии Джиму, Аксаковской комиссии и Бабенко. Но они назначены снова председателями этих же комиссий на следующие 5 лет. Хотя насчет Джима, насчет Аксаковской комиссии была устная договоренность перед президентскими выборами с председателем территориальной избирательной комиссии Шаймардановой о том, что Джима больше не пойдет председателем этой комиссии. Но договоренность нарушена. Она снова председатель на 5 лет. Вы думаете, Джима как-то наказана? Нет. Если до выборов 2016 года, до тех грубых нарушений с выносом, связанных с выносом избирательных бюллетеней, она работала заместителем начальника управления образования, после этих нарушений она назначена директором Центра национальной культуры. Выборы – это серьезное политическое событие. Но у нас, Белебея, у населения Белебеевского все ниже заинтересованности к выборам. Все ниже доверия к честности выборов. Все ниже доверия к участковым избирательным комиссиям и к территориальной избирательной комиссии. Для того, целью, чтобы повысить доверие к выборам, чтобы повысить доверие к представителям власти, которые пришли к этой власти через выборы, убедительно прошу Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, Республики Башкортостан расформировать Белебеевскую территориальную избирательную комиссию, назначить председателем другого человека, гражданина Российской Федерации, который принципиально, четко понимает государственное значение выборов. Спасибо. Почему запрещаете съемку? Ну, все имеют право встать, конечно. Вы отвечаете глаза, между прочим. Вы воспринимаете это? Понимаю. Тогда дойдите. Вы мешаете обзору. А мы здесь и не собрались, чтобы вам обзор был. Вот именно. Панораму событий. Милиция занимается, вы имеете право удалить его. Он мешает нам, сейчас я решение выношу, мешает все. Вот он. Я говорю, я не буду, а он уже снимает нас. Да, моя милиция меня берет. Очередное заседание тогда. Останавливаем выборы. Сейчас стоит это голосом. Каким образом я мешаю при подсчете голосов? Я могу находиться на любом расстоянии от стола.
При зоне видимости. Да. Ближе должно быть ближе к столу быстро. И вообще не этот бейдж, вы уже не член комиссии. Вы меня вывели? Да, Светлана Николаевна Пахомова меня уже вывела из помещения. Если у вас есть обвинение, то вы расскажете Какое решение вы приняли? Отстирывать вас и удалить с участка. Теперь, на каком основании? На каком основании решаете? Каким образом? Тихо, вы вообще не можете. Я нахожусь на расстоянии 3. Вы должны принять мотивированное решение выдать нам. Да, давайте тогда решение, мы уйдем. Тут уже не выборы. Давайте мотивированное решение, мы уедем. Мотивированное решение на основании какой статьи закона вы нас удаляете. Зачем вам смотреть, если мы должны говорить вслух? Как это, зачем смотреть? А мы кто? Выключите, пожалуйста, я не могу, этот свет уже. Ложиться на спину. Мы не Я надо. попрошу, не надо выходить, нет, не надо, начинать. Я вас тишину наведите, пожалуйста. Значит, они имеют право производить съемку, наблюдать, не мешая вам. Если вы им на спину не ложитесь, спокойно смотрите, никаких проблем нет, я не вижу проблем. Все правильно. Поэтому законодательством расстояние, на котором должны находиться наблюдатели и другие члены избирательной комиссии, не определены. Поэтому начинайте считать. Закон почитайте, пожалуйста. Вас вообще снимать не буду. Покажите, пожалуйста, каждый бюллетень, за кого проголосовали. Не надо нам стопку считать. Мы должны видеть каждый бюллетень. Так, члены комиссии встали. Вы не посчитали, не показали нам бюллетени. Как вы не считали? 15? Вы бюллетени не показали. Показали. За кого проголосовано? Все посчитали, все показали. Вы ничего не... снимали в этот момент. Вы показали один бюллетень. Покажите все. Не стало говорить. Где? Где все? Каждый бюллетень вы по закону должны Он уже показывать. понимал, когда мы считали. Вы отказываетесь Не показать отказывайтесь. бюллетень? Вы уже смотрели, отойдите. Нет. Они можно мне вам сказать, что Да. закон, который вы говорите, что можно, да, вы ведете видеосъемку, но вы должны вести видеосъемку, не идентифицировать информацию. Как это? Какой стати вы именно чтобы главным съемку не шла? Ой, вот так, вот он так, держите, ага, тихонько, не уходит. Неудобно такой, да? Вот так. Верхний сюда открывается. Это, вот это мне можно? Вот достаточно одной. А почему это достаточно одной? Так по-моему, Светлана Николаевна.
Вы не имеете права здесь находиться в моей библиотеке. Вы же не член комиссии, вы это не имеете Он права. не член комиссии, вы кто? А вы кто? Вы кто? Покажите удостоверение. Мне. Я член комиссии. Вы же недавно говорили, что вы. Это, директор библиотеки. У вас нету документов. Но сегодня мы приезжали. Мне не нравится, а мне не нравится, когда меня снимают. А мне не нравится, когда меня снимают. Уважаемый председатель, почему вы не объявляете? Не показываете каждый бюллетень, не объявляете количество. Девушки же вам говорят, 12, тогда будем считать. Ганов 170 Вот. посчитали. Мы хотим посмотреть бюллетени. За неделю не посчитали тогда. Посчитаем. Вы должны действовать в соответствии с законом, федеральным законом. Все совпало у вас, да? А, ну это хорошо. Так, бюллетени вы покажете? Вот же они лежат, пожалуйста. Нет, вы должны за каждого кандидата. Не так, не таким образом, чтобы мы увидели. Вот. Нет, я вам точно не позволю. Отойдите, давайте разворачиваем бумагу, давай бумагу. Значит, вы запрещаете нам, значит, вы ничего не показали. Мы ничего не показали. Это называется честные выборы. А сколько у вас получилось? Как? Пожалуйста. В общем, мы растяпали. Нет, вы не И растяпали. мы прозевали. Вы не прозевали. Мы каждую избирателю отмечали точку. Мгм. И Сколько у у вас? нас получилось 1100 избирателей проголосовало. А у нас получилось
1706, то есть 600 избирателей мы не видели, куда они делись, откуда они делись. А вы ходили куда? Один обязательно здесь был. Или она, или я, или... И потом, ну, не так, что, ну, А меня сидящий тоже где не сидел? было, кто-то всегда был. За 40 минут 600 человек. 600 человек бросить. Ну, это только американский может, это такая, как Купервуд может сделать. Понятно. Это грандиозно было сделано. Ну вот у нас комиссия, да. Чудо. Произошло чудо. Ну как чудо? И потому что не давали посчитать ничего абсолютно, поэтому и чудо. Если бы они показали бюллетень. Пересчитать могли. Ну а если не показывать, так... Смотрели, смотрели все. О чем говорит? О чем это говорит? О чем говорит? Отработал систему воров, конечно. Не, ну помещение подготовили, хорошо. Ну, это вот насчет голосов отработали хорошо. Какие? Ну вы считаете полностью сфальсифицированы выборы? Как? Ну 600 человек. Откуда взялись? Да. Сидели вдвоем, поправляли друг друга. Постоянно. Значит, в каждой клетке 100, да, получается? Получилось 1100. 1120, 19, 1120. 1119. Вот цифры стоят. Там по часам расписано. Сидел я и сидел. Ну, может быть, на 20 ошиблись. Как-то прозевали. Нет, они не ошиблись, они же не дали посчитать. Нет, может быть, на 20 ошиблись. Нет, не могли бы. Ну, можно, да. Но не 600, да. Ну, 600. Не 600. Ладно, спасибо вам большое. Не уходите. Мы протокол возьмем. Возьмете? Да, нам все равно сидеть тут. А ладно, отдыхайте. Не уходите. Нет, нам надо забрать. Я Вальмир Назибович Давлетшин. В качестве наблюдателя в 2016 и 2018 году я участвовал на выборах. Значит, нарушения, которые происходят в нашем Белебеевском районе во время выборов, очень много. Это начиная от попытки подкупа, недопускания на избирательный участок, не предоставление информации, не воспринимают всерьез наблюдателей, потому что не все наблюдатели в полной мере используют свои возможности и права. Далее, в 2018 году я уже участвовал как наблюдатель от территориальной избирательной комиссии, и у меня были полномочия больше, чем просто наблюдателя. И здесь я встретился с такими нарушениями: недопускание, попытка, вернее, не допустить на участок избирательный, не предоставление информации о количестве прибывших избирателей, попытка административного давления, то есть заместитель мэра пытается звонить и какие-то свои предложения делать, депутаты, которые участвуют в работе участковой избирательной комиссии. Это очень грубые нарушения закона о выборах. Поэтому мы требуем, чтобы к нашему обращению Центральная избирательная комиссия Республики и Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отнеслись серьезно, приняли конкретные меры, вплоть до распуска территориальной избирательной комиссии нашего района. Потому что этот состав территориальной избирательной комиссии полностью дискредитировал себя, и мы не верим просто этой территориальной избирательной комиссии. И те выборы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, они будут нечестные. Народ устал от вранья, народ устал от лжи, народ хочет справедливости и честных выборов. Какие другие мы направления?
Я направлен в территориальную избирательную комиссию города. Вы разбирайтесь в ТИКе, пожалуйста. Разные. Один от партии, один от наблюдателя. Вы читать умеете? Там написано территориальная избирательная комиссия. Я вам показываю. Вы должны находиться в территориальной избирательной. Кто вам такое сказал? Закон. Где? Покажите. А вот где у нас закон, что вы не записываете? Как это не записывать? Я имею право снимать. С 1969 года я работала на Бельбеевском заводе «Автонормаль» ведущим специалистом по стандартизации. За годы работы мною было внедрено и разработано около 10 тысяч стандартов государственных и стандартов предприятий. Ко мне много лет я была членом правкома и была депутатом городского совета города Бельбея. И поэтому я вступила в КПРФ, потому что идеология партии была одинаковая с моими идейными соображениями. После вступления в партию мне пришлось заниматься много выборной деятельности в городе. За это время, пока я работала на выборах, я видела столько грязи, какой не видела за всю свою жизнь. Первые выборы у меня прошли, я была членом комиссии с решающим голосом в училище, в 49-м училище, где представителем от администрации был Андрианов. Что только не было с его ведома и с его подачи. И предлагали взятки наблюдателям, чтобы убрать с избирательного участка людей, которые работают за КПРФ. И жалость, вызывал к жалости, говорил, что его могут снять с работы, уволить. И предлагалась взятка мне только для того, чтобы я аннулировала особое мнение. В конечном счете они не стали со мной много разговаривать и не стали принимать мое особое мнение, переделали протокол и подписали, подпись подделали, и таким образом под утро уже сдали документы в территориальную избирательную комиссию. Все были рады. Все были рады и председатель участковой избирательной комиссии, и представитель администрации Андрианов, и председатель территориальной избирательной комиссии. Дело было закончено, и выборы были оформлены так, как им нужно было. Процент был получен. Вторые выборы. Я участвовала на выборах в участковой избирательной комиссии номер 1204 Государственную Думу. Это происходило 11 декабря 2011 года. Председателем участковой избирательной комиссии на этом участке была Смирнова Марья Ивановна. Но все было сделано для того, чтобы меня тоже убрать с избирательного участка, чтобы от КПРФ не было контроля, как и обычно. Была создана выездная бригада, в состав которой включили 2 человека от «Единой России» и меня от КПРФ. Несмотря на то, что были наблюдатели от партии «Патриоты России», которые хотели, желали принимать участие в выездной бригаде. Но была специально отправлена такая бригада, где 2 представителя от партии «Единой России» и 1 представитель от КПРФ. Был нарушен закон о выборах, статья 51, статья 17, я могу ошибиться, но меня подправит в будущем.
закона номер 51. Значит, вся выездная бригада пришла к избирателю, которому 82 года, который коммунист, который был комсомолец, коммунист до корня своих волос, участник Великой Отечественной войны. По приезду на избирательный участок члены выездной бригады от «Единой России» оформили акт и подписали его у избирателя, обманув его, что этот документ нигде не понадобится для того, чтобы кому-то сделать плохо. Но сфабрикованный документ, оформленный по результатам лжи, был принят председателем избирательной участковой комиссии Смирновой Марией Ивановной. И на основании этого документа было проведено заседание участковой избирательной комиссии, и меня исключили из состава участковой избирательной комиссии, что это было большим нарушением закона о выборах, хотя председатель избирательной комиссии должен был знать об этом. И это позволило милиции выпроводить меня из зала для голосования, из зала, где должен был быть подсчет голосов. И, соответственно, в моем отсутствии это было все сделано, сфабрикован подсчет, и даже и не считали голоса. И в результате был оформлен протокол, где стояли цифры, угодные территориальной избирательной комиссии, угодные администрации. Представитель от администрации на этом избирательном участке в день выборов в Государственную Думу была Шпет Алла. Она с ее попустительства, из попустительства Шеймардановой Мензели Равиловны, председателя ТИК, это было сделано возможно. Я обращалась в прокуратуру, я обращалась в суд, я обращалась в территориальную избирательную комиссию. Нам так говорили во время учебы в КПРФ, что нужно обязательно, если какое-то нарушение, если что-то вы видите неладное, обязательно нужно обращаться в территориальную избирательную комиссию или в прокуратуру. Там вам помогут. Но мне никто не помог. И прокуратура ответила, и территориальная избирательная комиссия ответили, что я была не права. А в чем не права? Нарушил это закон Смирнова. Она исключила меня из состава избирательной участковой комиссии, когда этого она не могла делать. Меня включила в участковую избирательную комиссию, территориальная избирательная комиссия. Как это она не могла знать председатель участковой избирательной комиссии? Не понимаю. Поступил звонок с магазина «Апельсин Сити» директором, заведующим, вернее, магазином Альбиной Айратовной. А как фамилия? Байчурина Альбина Айратовна. В связи с тем, что якобы я провожу на участке 11-12 агитационные мероприятия, веду себя несоответственным образом, нарушаю права избирателей, мешаю и создаю конфликтные ситуации, как выясняется. На что она мне сказала, что ей позвонили, это с администрации города Белебея, поступила жалоба на меня. Вот. Номер телефона и регистр я предоставляю. Ну, вы передавали данные только председателю и секретарю ТИК, участковой избирательной комиссии, получается, да? Данные, значит, о вас пошли в ТИК, я как понял, а из ТИКа уже администрацию. Администрация начала уже обзвон. Будто бы я представляю интересы апельсина, магазина «Апельсин Сити». Я не представляю интересы магазина «Апельсин Сити», я представляю партию КПРФ, Всероссийский женский союз. Все, спасибо. Уважаемый председатель и члены Центральных избирательных комиссий, вы просмотрели видео, и теперь вы знаете, что творится в Белебеевском районе Республики Башкортостан, и несете личную ответственность за принятие или непринятие вами решений. Мы, в свою очередь, требуем немедленного расформирования территориальной избирательной комиссии муниципального района Белебеевский район.
Выводы из состава участковых комиссий всех лиц, виновных в допущенных нарушениях. Мы открыто заявляем вам, что не признаем больше выборы с малейшими попытками фальсификации в Белебеевском районе. Мы требуем соблюдения конституционных прав и свобод народа. Мы требуем расследования всех фактов нарушений, изложенных в нашем видеообращении, и принятия мер к виновным.